В последнее время со стороны российских пропагандистов участились случаи угрозы в адрес Казахстана, ну и в целом Центральной Азии. Ну, это проговаривают в том смысле, что Центральная Азия наша, не сегодня-завтра мы там тоже проведем специальную военную операцию. Тем более, что Вашингтон вряд ли так серьезно будет этому противиться. И, соответственно, очень многие стали задумываться, насколько Россия вообще готова исполнить эти угрозы, ну, с учетом того, что Путин встречался тут с Назарбаевым, в Казахстане на это отреагировали очень болезненно, надо прямо отметить. Ну и, собственно говоря, встает вопрос, насколько тамошние лидеры, ну и диктаторы в том числе, могут чувствовать себя спокойно. Я думаю, что Рахмон будет чувствовать себя спокойно, только Рахмон. Потому что он как раз этого и хочет, для него это вполне его устраивает, потому что для него главная задача сохранить власть для себя, для своих детей. Даже в качестве ставленника Кремля, там, генерал-губернатора Таджикистана, которого назначили, ну, в свое время был такой Кауфман, по-моему, генерал-губернатор Туркестана или Центральной Азии, а он будет выполнять эту роль для Таджикистана. А для всех остальных лидеров государств Центральной Азии это очень болезненный вопрос. Кстати, Руслан, позавчера мы опубликовали заявление по этому поводу от имени Национального альянса Таджикистана. Оно есть, наверное, в наших ресурсах. Если наши ребята нас сейчас или позже посмотрят, послушают, пусть они отправят и вам, чтобы вы также опубликовали это в своих ресурсах. Да. Там мы выразили нашу озабоченность этим агрессивным заявлением со стороны так называемых российских пропагандистов. А на самом деле я считаю, что это позиция, это политическая позиция. Не будем детализировать, чья именно позиция, но это четкая политическая позиция, потому что не бывает таких случайных заявлений одновременно со стороны нескольких лиц, там ведущий, политолог, член парламента, философ, и все говорят об одном и том же и повторно. И таких случайностей просто не бывает. Почему это делается и вообще это просто шантаж, это блеф или это, скажем так, подготовка публики или аудитории, это психологическая подготовка и своих, и чужих. Я считаю, что надо к этому относиться очень серьезно. И в этом нашем заявлении мы поддержали позицию Азербайджана, Армении, Казахстана и Узбекистана. Особенно Узбекистана, потому что позиция Узбекистана прозвучала более четко. Кстати, я в нашем совместном эфире с Максимом Катиным вчера тоже этот вопрос обсуждали. Я сказал, что мы считаем, мы таджики, которые как бы для нас очень важна независимость Таджикистана и вообще нашего региона, мы считаем, что в данном случае Узбекистан выступает также от имени тех таджиков, которые не представлены Рахмоном. То есть для нас это очень важно. Поэтому мы очень ценим эту позицию. И здесь как раз пример подал Алиев, когда он жестко ответил, реагировал на все действия России еще год назад, там, по разным случаям. И как бы он показал, что мы, бывшие советские республики, ныне суверенные независимые государства, можем защищать свои интересы и должны защищать достойно. И вот сейчас мы видим, как реагируют на все эти события Узбекистан, Казахстан, Армения. Ну, вы знаете мою позицию вообще
к диктаторам, к авторитарным режимам. Я сейчас не буду назвать, кто диктатор, кто авторитарный режим, кто просвещенный авторитарный лидер. Я сейчас не буду все это анализировать, но когда даже есть лидер, который он управляет страну авторитарными методами, но при этом он делает что-то для государства, для своего народа, то надо отделить таких лидеров от Рахмона, таких лидеров, как Рахмон, который он очень жестко ведет себя внутри государства, но он даже боится вызвать посла другого государства, выступить с заявлением. До сих пор уже прошло, по-моему, 2 недели, и никакой реакции со стороны Таджикистана, официального Таджикистана, со стороны Рахмона, МИДа и так далее. Поэтому я считаю, что надо всем нам как-то вот, я имею в виду Кавказ, Центральную Азию, выработать единую позицию. Даже мы в этом заявлении указали, что есть такая опасность, что Таджикистан будет использован как плацдарм для реализации этих агрессивных целей со стороны российских шовинистов, потому что там есть самая большая российская военная база за рубежом, там есть Рахмон, там есть очень много других структур, людей, групп, которые потенциально могли бы служить как плацдарм с юга. Но, естественно, главная опасность для Центральной Азии исходит сейчас по данному вопросу с севера, но Рахмон может служить как плацдарм, как угроза для всего региона. Поэтому наши соседи должны знать, что это не позиция таджикского народа. Мы как раз против этого. Мы не хотим, чтобы Таджикистан был использован кем-либо против наших соседей. Вот такая у нас общее видение, общая позиция. Так что, да, я считаю, что это очень опасная ситуация. Это политическая позиция. Как вы верно отметили, Узбекистан достаточно жестко отреагировал. Там замминистра, по-моему, иностранных дел вызвал посла и сказал, что это неприемлемо. В том числе неприемлемо ущемление прав граждан Узбекистана во время рейдов, проверок. Но мы знаем, что в России это достаточно распространенная практика с унижениями, с избиениями. Это тоже повсеместно. Помните, там, может, полгода назад там ворвались в одно заведение, где сидели граждане Узбекистана, избили всех, ОМОН, там все это засняли, унижали их. То есть такая демонстративная акция, я уж не говорю, что про таджиков, это зачастую так бывает, просто их за людей не считают, и вот это вот очень унизительные процедуры, они на государственном уровне, то есть это не частные случаи, если бы сверху приказ не давали, я не уверен, чтобы такого не было, но это вот демонстративно поддерживается. Руслан, вы очень правильно заметили, вот эта достойная позиция, это говорит о том, что Узбекистан уже стал государством. То есть все узбекские политики, они действуют как государственники. И знаете, почему вот эта позиция, которую выразил замминистра иностранных дел Узбекистана, он сказал, мы защищаем, не дословно, просто так, защищаем права мигрантов узбекских, даже тех, кто совершил какое-то правонарушение. Это очень важный момент. То есть для нас, для вообще Таджикистана, для таджикистанцев, Рахмон не только не защищает права обычных, нормальных, законопослушных граждан, но когда речь идет о каких-то, кто-то нарушил там законы, там правила, тем более у него какие-то, на самом деле были какие-то преступные деятельности, Рахмон не считает их за людьми. То есть он готов жертвовать этими людьми. А Узбекистан в данном случае, он сказал, что он гражданин Узбекистана, он должен быть под защитой нашего государства. Это очень
важный момент, это важный психологический перелом. И это говорит о том, что вот хорошо, что в Центральной Азии уже за эти годы есть понимание государственности. И нам, таджикам, надо уже действовать именно таким образом. И поэтому я считаю, что вот такая позиция, она соответствует, должно соответствовать позиции всех граждан Центральной Азии. И мы считаем, что на данном этапе, к сожалению, получается так, что нас больше представляют лидеры Узбекистана, Казахстана, иногда даже Азербайджана, больше, чем лидер Таджикистана. Кстати, Руслан, Рахмон уже 2 недели, по-моему, ну, где-то 10 дней, он исчез из радаров, его не видно. Непонятно, где он. Скорее всего, знаете, в чем трагедия вот такой структуры власти? Когда его нет, он или ушел в запой, или болеет, или там непонятно, где он находится. Наверное, министр иностранных дел, он понимает, что он должен делать какое-то заявление по этому вопросу, хотя бы для сохранения лица, имиджа. Да. Но он этого не может сделать, потому что без разрешения Рахмона они абсолютно, они не имеют никакой полномочия что-то сказать, а доступа к нему нет.